Я понимаю так, что далеко не все новейшие истории Украины зафиксировали, скажем, выборы 1999 года, когда был переизбран на второй срок Леонид Кучма. Я в газете, и мы все считаем, что это был Рубикон, после которого украинская политика пошла под откос от турбулентности к турбулентности, от восстания к восстанию. И вот сейчас мы подходим через 20 лет к еще одному очень крутому повороту. А в чем он, Лариса? Он в том, что исчерпан олигархический сценарий развития. Исчерпан. И причем не в этом году, он исчерпан еще раньше. У нас даже в газете был круглый стол по этому поводу. И, конечно же, влиятельные группы хотят с наименьшим для себя ущербом перезаснуватись. Выйти из игры, как они говорят, выйти не только в кэш, но выйти с хорошим репутационным видом и свалить на какого-нибудь самого, на их взгляд, непутевого, невезучего, который оказался с краю колоды. Вот все грехи предыдущих лет. Сценарий, в их понимании сейчас да. И может быть из-за того, что он не сумел в свое время объяснить народу роль феодалов, и оказалось, что он принял на себя весь удар, не распределив пропорционально между всеми. Вот это зло на олигархию? Зло на олигархию, безусловно, потому что его главный оппонент сейчас во втором туре, многие видят за этим очень красивую только романтическую картину, но, наверное, правильно будет напомнить, если у вас есть 2017 года интервью Юлии Тимошенко Наташе Влащенко. Ой, я видел кусок вчера. Ну, это, конечно, феерично. Это просто очень важно. Расскажи, пожалуйста, что-то. Но можно посмотреть сейчас, потому что это будет очень убедительно. Вот я прошу режиссеров, извините, да. Поищите, есть в Фейсбуке. Вчера, по-моему, выложили кусочек маленький, там, 2-минутное интервью, которое дает Тимошенко Влащенко. Да. Если найдете, скажите мне. Это просто хорошо для того, чтобы тренировать причинно-следственную связь. Потому что многие думают, почему я вспоминаю 99-й год? Какое это имеет отношение? Имеет. Это нужно объяснять все время и показывать, что именно тогда был самый такой важный период формирования олигархата в Украине. Мы тогда сражались против второго срока Кучмы, единственные как львы. И я считаю, что да, они победили, но мы были правы. И эта правота наша, к сожалению, вот сейчас она полностью подтвердилась, потому что из-за олигархата мы потеряли Крым, потому что олигархат был тесно зацеплен за российские интересы в Украине. То есть патриотического олигархата не существует? Олигархата патриотического? Но Коломойского считают патриотическим олигархом. Ну, фрагмент, да, фрагмент патриотизма в каждом из них был на каком-то этапе. Я даже думаю, что тоже одна из ошибок Петра Алексеевича, я говорила об этом, кстати, не так давно в Днепре, когда была там наша фотовыставка и встречи, это была его ссора с Коломойским. Причем довольно быстро они рассорились. Там сколько месяцев прошло? Я понимаю, что я лично с Коломойским не знакома, но его близкие товарищи всегда говорят, что у него характер, конечно, просто несносный. И поэтому, может быть, с ним трудно не поссориться. Но с другой стороны, в интересах. Я тогда помню, что это как раз был период, когда господин Пинчук и господин Коломойский судились в лондонском суде. И кажется мне так, что в этом споре опрометчиво президент принял не ту сторону. Ну, может быть, он хотел маневрировать, потому что вот именно 99-й год, именно родовое гнездо клана, именно второй срок президента Кучмы – корень всех проблем.